Во-первых, позвольте поблагодарить за то, что вы в Сербии, вы первый раз здесь. Нет, мы в Сербии, наш театр второй раз уже. А где вы уже были? Мы были в Новом Саде и в Белграде. И какие ваши впечатления? Потрясающее впечатление. Ну, это же наша дружественная страна, и это наши родные люди, и нас так и принимают здесь, и нам очень нравится. Ну, как, это вы знаете, как не за границу, как к себе домой. Потому что, ну, и язык наш родной, и люди наши родные. Очень хорошее впечатление. И вот прям тепло. Нам тепло и очень хорошо. Мы очень к вам. Нам понравилось. Я думаю, что мы вот сейчас второй раз, я думаю, что не последний. Я тоже надеюсь, что это не последний раз. А скажите, пожалуйста, вы тоже ездили с гастролей ваших куда-то за границу, в другие страны? Да, наш театр много-много ездил. Много ездил, вот в последнее время как-то поменьше, но вот раньше очень много. И в Португалии мы были, ну вообще по Европе мы катались очень много. И когда вы сопоставите впечатления из этих других стран, например, тех, которые не славянские, и нашу страну, как вам это кажется? Как вы можете это сопоставить? Мне кажется, что ну вот именно что дело в славянских, в том, что я говорю, родные люди, вот это все-таки наша как-то группа крови, они просто вот в данном случае вот в Сербии нас принимают как своих, как родных, и нас как-то сердцем слушают. В Европе очень много современных каких-то веяний театральных, и туда возят спектакли абсолютно разные, какие угодно сейчас ставят, удовольствие. Они готовы воспринимать, но они нас воспринимают как чужих. И это другое. А скажите, а вам легче исполнять роли в таких классических произведениях, или вы любите более современные Но мне, темы? скажем, не легче, а мне как-то богаче, интереснее, приятнее исполнять классические роли, потому что это все-таки такой материал великолепный. Вот. В современных не всегда есть о чем сказать. Вот. А скажите, эта тема, которую вы нам сегодня вечером поставили здесь и показали, насколько она современна? То есть, как вы смотрите с вашего угла, как вам кажется, ну, эти девочки, которые хотят выйти замуж, и действительно ли, что мужчины такие, что им страшно пожениться? Вы знаете, а почему нет, конечно. Посмотрите, как это близко, какое огромное количество разводов. Вот даже у меня, у моих подружек, вот все мои ровесницы, мы как-то все одновременно выскочили замуж. Половина я была на свадьбах, половина развелись. Ошиблись, это же такое страшное несчастье, остаются дети. И не то, что вот мужчина слабак, а кто знает, что у него на сердце. А она ошиблась, не ошиблась, а случилась такая невероятная любовь, а потом все разрушается. Что это за жизнь такая? Это очень современное, к сожалению, это очень по-настоящему так оно в жизни и случается. К сожалению. Да, к сожалению, так бывает все чаще и чаще. А скажите еще, пожалуйста, как вы думаете, раньше женщинам было легче выйти замуж или сегодня, когда у них была, скажем, помощь? То есть женщины, которые там помогали. Свахи. Да, сейчас такие же свахи, мои подружки очень даже свахи. Мне лично мужа моего порекомендовала моя подруга. Она мне сказала, давай я тебя познакомлю, очень прекрасный парень. Вот теперь у меня муж и ребенок, все хорошо. Отлично, это была очень хорошая сваха. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что вы еще раз Мы тоже очень едете надеемся. в Сербию, и я очень надеюсь, что вы снова будете в Чачике. Если я успею, то, конечно, я вам пришлю этот линк, ссылку, на которой будет этот снимок. Хвала. Вам. Спасибо вам большое. Спасибо, Ксения, большое вам. Всего доброго. Как вам нравится Сербия? Во-первых, я поражен не только природой Сербии, не только ее замечательным чистым воздухом, экологией. Я поражен тем теплом душевным, который мы здесь получаем от жителей Сербии. Сербы очень радушные, добрые, и сербы очень близки нам, русским. Поэтому лепото, лепо. Я очень рада, что у вас такое хорошее впечатление о Сербии и о сербах. А скажите, пожалуйста, в вашем театре когда-то был какой-то спектакль сербских писателей? Или, может быть, у вас есть планы? К сожалению, не было, но планы, они зависят от художественного руководителя и от главного режиссера. Они определяют планы театра, а наши задачи только исполнять их планы. Поэтому, к сожалению, я не могу сказать, собираются они делать или не собираются делать спектакли о Сербии. Но
то, что атмосфера Сербии и тот колорит, самобытность, очень замечательный фольклор Сербии. Мы слушали песни сербские, и вообще здесь все очень хорошо. Я очень рада. А скажите, какие у вас планы? Сколько вы будете здесь, в Сербии? В Сербии мы сейчас посетили город Александровец, теперь Чачек, следующий у нас Смедерево. Смедерево, еще завтра здесь спектакль, и послезавтра мы в Смедерево. И потом, но до этого 2 года назад мы были в Ягодин, Новый Сад, Белград. И планы на будущее... Снова Чачек? Снова Чачек. Надеюсь. Да, потому что здесь замечательный градоначальник. Ему огромный привет и поклон. Господин Тодорович, правильно? Да, правильно. Правильно. Господину градоначальнику низкий поклон и хвала полна. Спасибо вам большое, большое спасибо за то, что вы нам сегодня показали. Спасибо вам за практику русского языка. И я очень надеюсь, что вы снова будете наш гость. Также хочу сказать, что у нас в Сербии вы тоже можете увидеть много исторических мест, которые самые красивые. Также посмотреть обязательно рестораны у нас. Надеюсь, вы уже были. Просто очень И Сербия как туристический центр может быть очень интересная. А я в свою очередь хочу сказать, что у нас появился замечательный друг нашего театра, Ксения, которая замечательно разговаривает на русском языке. Все понятно, без акцента, и все очень хорошо. Спасибо вам большое. До видения. До видения.